В Ухте вновь изменится порядок обслуживания контейнерных площадок. Уже завтра их вернут управляющим компаниям. Напомним, в течение 2 месяцев за них отвечало муниципальное предприятие «Ухта Спецавтодор». Но эта практика не прижилась. Почему, выяснила Виктория Науменко. Со сходом снега проблемы с обслуживанием контейнерных площадок становятся еще более наглядными. Оттаивает мусор, оставленный обслуживающими организациями. И это при том, что с 1 марта эту проблему пытаются решить. С 1 марта 248 муниципальных контейнерных площадок передали в управление муниципальному предприятию. Если до этого нововведения за содержание площадок платили управляющим компаниям жители домов, то по новым правилам площадки за свой счет должен был обслуживать Ухта Спецавтодор. Затраченные средства ему возмещались из муниципального бюджета. Для этого в городской казне было предусмотрено 16 миллионов рублей. Казалось бы, и собственнику экономия, и площадки на контроле муниципальной организации, но на деле все оказалось не так гладко. Лучше не стало. Может быть, почаще стали контейнера освобождать, а рядом не убирается. А некоторые управляющие компании с 1 марта перестали не только обслуживать площадки, но и чистить к ним подъездные пути, ссылаясь на то, что теперь это тоже входит в обязанности Ухта Спецавтодора. Передали как бы в марте, но в марте еще был лед и наледь была. Спецавтодор, конечно, наледь не убирала. Было, то есть, хуже. А сейчас вот лето, как бы разницы особой нет, но грязно, очень грязно. В итоге, спустя 2,5 месяца после нововведения площадки вновь передают управляющим компаниям. А значит, возвращаются и прежние проблемы обслуживания. К примеру, ранее возникали ситуации, когда одна площадка приходилась сразу на несколько домов, обслуживаемых разными управляющими компаниями. И кто из них должен нести ответственность за контейнерную площадку, зачастую сами между собой управляшки не могли договориться. Впрочем, власти уверяют, сейчас порядка должно стать больше. Вышедшие из строя контейнеры заменят, а для обслуживания площадок по прямым контрактам наймут дворников. Даже если один дворник обслуживает 3-4 контейнерные площадки, как мне сказали, они получают там где-то 1000 рублей доплаты. Мы готовы делать 3000 рублей доплаты этому дворнику, для того, чтобы он дальше уже обслуживал. Свое решение есть и у регионального оператора «Севера». Там заявляют, готовы не только вывозить мусор, но и обслуживать площадки. С одной оговоркой, если заниматься этим будет одна организация по муниципальному контракту. Если дворник или оператор, который обслуживает эту площадку, едет с мусоровозом, да, соответственно, у нас свой график, у нас свои адреса, график достаточно плотный, и за то время, пока оператор грузит мусоровоз, да, качественно площадку не убрать. Все-таки это требует определенного времени, чтобы сделать это качественно, поэтому я считаю, что если будет отдельная организация вести ответственность за все площадки, то и будет организована именно уборка по определенному графику, то будет лучше. К слову, региональный оператор «Севера» уже вышел на республиканский уровень с предложением закрепить за ним обслуживание контейнерных площадок. Однако решений по этой инициативе пока нет. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.